Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Сегодня в программе. В Народном собрании прошла встреча, главными темами которой стали инцидент, произошедший на КПП ПСО, и опубликованное в социальных сетях видео с избиением задержанного в отделении милиции. Сборная Абхазии, принимавшая участие в мультиспортивных играх «Брикс», вернулась домой. На границе наших спортсменов встретили торжественно. С рабочим визитом в Абхазии находится травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров. В парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике. Тема обсуждения – изменения в законодательстве в сфере туристической деятельности в Абхазии. В заседании приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Бессалом Кварче, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, заместители министра туризма Дмитрий Зантарий, Астамур Барцыц, представители туристического сообщества и профсоюза экскурсоводов Абхазии. Подробности в материале Гугуцы Вардания. Возможность осуществления экскурсионной деятельности иностранными гражданами на территории Абхазии стала главной темой обсуждения в парламентском комитете по экономической политике. В связи с этим профессиональное сообщество туриндустрии страны выражает обеспокоенность и обратилось с письмом в Народное собрание в июне этого года. Сложилась такая ситуация, что поступила информация в профессиональное сообщество туристической индустрии о том, что готовятся соглашения с правительством Российской Федерации, которое позволит российским экскурсоводам и гидам работать беспрепятственно на территории Республики Абхазия. С чем категорически все профессиональное сообщество не согласно. Была встреча в кабинете министров у премьер-министра. Премьер-министр озвучил, что в законодательство Республики Абхазия не планируется внесение никаких изменений в этой части, но рассматриваются варианты различных соглашений, где будут какие-либо послабления. Это если кратко. С чем мы выразили полное несогласие. Какое-либо послабление для иностранных гидов на территории Абхазии не должно быть. Основной целью задачи, которую мы ставим перед собой, это выработать общий алгоритм, который может привести к изменениям в законодательстве с целью регулирования тех правоотношений, тех отношений, которые сегодня являются спорными или какие-то выносят проблемные вопросы в области туристической деятельности. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что интересы граждан Абхазии, занимающихся экскурсионной деятельностью, должны быть соблюдены, а также указала на различия в российском и абхазском законодательствах в турсфере. Она отметила, что есть позиция российской стороны относительно того, что законодательство Абхазии не отвечает нормам союзничества в части осуществления экономической деятельности. Речь о том, что в законодательстве РФ есть норма, внесенная в 2022 году, которая предусматривает, что экскурсионную деятельность на территории Российской Федерации могут осуществлять только граждане России, получившие соответствующую аккредитацию, если иное не предусмотрено международным договором. В законодательство Абхазии также в 2022 году по инициативе профессионального сообщества и депутатского корпуса были внесены изменения, согласно которым экскурсионной деятельностью на территории Абхазии могут заниматься только граждане республики. В принципе, исходя из того, как описано и в одном законодательстве, и в другом, можно сказать, что норма зеркальная, за исключением одного важного обстоятельства. Граждане Республики Абхазия также являются в основной своей части гражданами Российской Федерации. Соответственно, в отношении граждан Республики Абхазия та заградительная норма, которая есть в законодательстве Российской Федерации, не распространяется. Но при этом есть одно условие, что граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство Российской Федерации, могут быть допущены для проведения аттестации, но осуществлять свою деятельность могут только непосредственно по месту регистрации. Кристина Озган рассказала о том, что российская сторона предлагает провести переговоры по вопросу об аналогичной норме в абхазском законодательстве в сфере туристической деятельности.
Речь идет непосредственно не обо всей экскурсионной деятельности, только о категории, значит, предпринимателей, которые классифицируются как гиды-перевозчики, которые на автотранспортном средстве вместимостью менее 9 мест совмещают в себе фактически функции водителя и экскурсовода. Это касается вот конкретно этой категории. Соответственно, значит, абхазская сторона в рамках рабочего совещания, которое было здесь в июне месяце с участием представителей Минэкономразвития, озвучила свою позицию, что мы не считаем возможным вносить изменения в законодательство Республики Абхазия, потому что в данном случае, если может речь идти о международном договоре, то законодательство Республики в этой сфере менять нет необходимости. Это можно урегулировать в данном случае международным договором, который должен пройти ратификацию в Народном собрании парламенте Республики Абхазия. По словам Озган, поэтому было предложено обсудить возможность урегулирования ситуации в рамках международного договора межправительственного соглашения, касающегося деятельности гидов-перевозчиков. И что дает данное межправсоглашение? Данное межправсоглашение может, в частности, определить, значит, требования и условия, которые могут быть использованы применительно к гражданам Российской Федерации, которые хотят осуществлять такую деятельность на территории Республики Абхазия. И, безусловно, учитывая, что это однозначно затрагивает интересы наших граждан, мы предлагали и предлагаем сейчас вместе с нашим профессиональным сообществом экскурсоводов, вместе, то есть совместно проработать данный проект. Его фактически еще никто к нему не приступал, к его разработке. То есть мы сейчас находимся на начальной стадии вопроса и как раз призываем к тому, чтобы мы совместно выработали подходы, которые позволят максимально учесть интересы наших граждан. По мнению спикера парламента Лашашуба, при разработке межправсоглашения с Россией нужно в первую очередь исходить из интересов граждан Абхазии. Я не говорю о том, чтобы мы отказались от диалога. Это неправильно с точки зрения межгосударственных отношений. Давайте будем исходить из интересов наших граждан. Прежде всего и, конечно, из межгосударственного контекста. Председатель Ассоциации экскурсоводов Абхазии Линда Ампар рассказала о возможных путях урегулирования данного вопроса, предлагаемых турсообществом. Мы подготовим и проработаем, я имею в виду профессиональное сообщество, совместно с Министерством туризма, мы это обсуждали с министром туризма Республики Абхазия Хишбатым Уразом Владимировичем, программу поддержки российских компаньонов, осуществляющих экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия. Поддержка будет заключаться в подготовке методических программ, предназначенных для индивидуальных экскурсий, поиск кадров, аккредитованных гидов, экскурсоводов Абхазии, необходимых для осуществления точечного предложения по запросу клиента. Информационная поддержка для желающих легализоваться. Работать согласно законам Республики Абхазия. Содействие в организации иностранного юрлица при желании россиян работать самостоятельно. То есть россияне здесь имеют возможность либо по договору с юрлицом, либо физлицом, зарегистрированным на территории Республики Абхазия, осуществлять экскурсионную деятельность. Наше юрлицо, либо физлицо предоставляет им гида, экскурсовода, аккредитованного здесь, и они, соответственно, будут представлены здесь. Либо они сами могут открыть юрлицо и работать здесь. К сожалению, в пятницу, когда у нас была встреча, такие идеи на встрече в кабинете министров не были озвучены, но я думаю, не только в парламент, но и в кабинет министров эти тоже идеи, предложения от профессионального сообщества поступят. Мы тоже с удовольствием ознакомимся с этими материалами и по возможности максимально будем их использовать. Что касается вопроса возможного подписания соглашения, это соглашение, если даже и наше профессиональное сообщество со своими коллегами, уполномоченные органы Абхазии, России, в установленном законом о международных договорах порядке, как вырабатываются предложения о подписании международного договора, и будет проект представлен, этот проект, на наш взгляд, не должен касаться только лишь того узкого вопроса, который сегодня обсуждается на комитете. Этот вопрос должен касаться вообще взаимодействия двух стран в туристической сфере.
31 штраф был выписан с начала года в отношении гидов-нелегалов в Абхазии, сообщил замминистра туризма Астамур Барциц в рамках заседания. Он отметил, что в основном нарушения совершают одни и те же люди. Часто мы слышим такие реплики, что 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 нелегалов. 3 года занимаемся этим вопросом. У нас штрафов, в общем количестве около 59. Но по большому счету, это одни и те же. 30-40 человек, которые на регулярной основе занимаются здесь нелегальной деятельностью, если говорить о минивенах. Я хочу также сказать, что существует специальная методическая разработка, разработанная Министерством по туризму, которой мы придерживаемся все эти годы. И показываем самые необходимые объекты. Что касается 9 местных машин, а также нелегалов, они выбирают те объекты, где не нужно платить входной билет. Единственное, что они оплачивают, это 700 рублей въезд на территорию национального парка. Затем они возят людей по заброшкам. Сегодня это стало очень популярно, благодаря им они раскрутили этот маршрут. Вы когда-нибудь видели организованные группы или нелегалов в Краеведческом музее, Ботанический сад, Обезьяний питомник, Новоафонская пещера? Эти объекты не востребованы сегодня, и это усугубится, если мы разрешим 9-местным машинам проводить экскурсию без представителей абхазской туриндустрии. По информации заместителя министра, сейчас рейды приостановлены. Депутаты парламента и участники встречи сошлись на том, что проверки должны продолжаться в рамках действующего законодательства. Были рейдовые мероприятия, когда доходило до конфликтных ситуаций, когда останавливали эти нелегальные машины, которые привозили, предлагали туристам, которые уже половину пути проследовали, пересесть в другую машину, на что они отказывались. Были случаи, когда разворачивались машины, и туристы, которые приехали в Абхазию, не доезжая до туристических мест, покидали страну. И когда мы обсуждали, и первая встреча в кабинете министров, и в пятницу была, чтобы в разгар сезона вот такие действия, которые могут будоражить и могут привести к тому, что те или иные лица, которые планируют посетить Абхазию, видя такую информацию, могут отказываться от поездок, чтобы не будоражить в курортный сезон. Есть у нас уполномоченный орган, есть правила и процедуры привлечения к административной ответственности, но не те общественные кампании, которые осуществлялись. Мы считаем, что нельзя останавливать туристов, которые едут в Абхазию, и на полпути предлагать им пересесть в другую машину. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчи отметил, что в правительстве нет ни одной структуры, которая не заинтересована в защите прав абхазских предпринимателей. Мы это стараемся делать. Абсолютно мы обязаны поддерживать наших предпринимателей и решать их вопросы. Более часа шло заседание парламентского комитета по экономической политике. Далее представители туриндустрии республики встретились с членами Общественной палаты Абхазии. Гугу Цавардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Народном собрании прошла еще одна встреча, главными темами которой стали инцидент, произошедший на КПП ПСОУ, и опубликованное в социальных сетях видео с избиением задержанного в отделении милиции. В заседании Комитета по правовой политике приняли участие министр внутренних дел Роберт Киот, уполномоченная по правам человека Анна Скишмария и депутаты парламента. Репортаж Рады Чичава. Депутаты парламента инициировали встречу с министром внутренних дел для обсуждения нашумевшего видео, завирусившегося в социальных сетях и телеграм-каналах, на котором сотрудник первого отдела милиции избивает задержанного Сабеки. Однако, прежде чем приступить к обсуждению инцидента, председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба поинтересовался у министра последними сведениями о случившейся на днях перестрелке на КПП ПСОУ.
Глава МВД рассказал, что причиной происшествия стал имущественный конфликт. Машина, в которой находились братья Камлия, выехала из столицы. За ними направился второй автомобиль, в котором сидели 6 человек. На границе подозреваемые открыли беспорядочную стрельбу из салона. Прямо с салона автомобиля велась стрельба, в ходе чего был ранен один из братьев камлевцев. После этого также были еще 2 граждан ранены и также убит, как вы знаете, гражданин республики по фамилии Акаба. Фактически случайные прохожие люди, что велась реально, как вот уже наши эксперты подтверждают, беспорядочная стрельба с автомобиля. Далее данные лица покинули автомобиль, в сторону поселка двинулись, где их ожидал второй автомобиль, который должен был их увезти. Фактически они их отвезли от места преступления, где-то в этом поселке, насколько нам известно, высадили. Те 3 граждан, которые оказывали им пособническую деятельность, они на сегодняшний день задержаны. Роберт Киут также отметил, что один из братьев смог перейти абхазо-российскую границу, но был задержан в Адлере. В ближайшее время его экстрадируют в Абхазию. Еще 3 подозреваемых задержаны на территории республики, остальные находятся в розыске. Работу проводим. Гагарская зона и зоны, практически все посты основные наши усилены, ведут усиленную работу, круглосуточную работу. Оперативный состав работает на месте. Депутаты парламента поинтересовались у главы МВД, представлены ли органы внутренних дел на границе и как находящиеся на посту службы должны реагировать на подобные происшествия. Все те, кто сегодня находится на посту, они фактически вооружены. Там это военнослужащие, таможенные службы, пограничного отряда. А милиция там не представлена на КПП. У нас есть небольшой пункт привокзальной милиции. Периодически там бываем именно тогда, когда у нас оперативные сведения или какие-то отработки ведутся по отдельным направлениям. Отдельной инструкции, как действовать, там наверняка нет. Потому что такие факты обычно на границе очень редко бывают, так как где такое столпотворение, скажем, силовиков, мало кто рискнет здравомыслящий прийти и начать там расстреливать людей. Такого, не должно быть. Но если ты это видишь, наверное, должен реагировать соответствующим образом, потому как у тебя есть оружие, есть полномочия по применению оружия. В свете громкого инцидента вновь обсуждалась и тема ношения оружия населением. Министр внутренних дел отметил, что существующее законодательство, регулирующее ношение и хранение огнестрельного оружия, необходимо дорабатывать. Постоянную работу МВД ведет, направленную на выявление лиц, незаконно носящих оружие. То есть периодически мы это делаем, мы выявляем, изымаем. Скажем так, рейдовые мероприятия, мы в основном все рейдовые мероприятия, в том числе один из пунктов, как говорится, задач, которые перед ними стоят, это выявление лиц, незаконно носящих оружие и другие запрещенные предметы. Эта работа постоянно ведется. Парламентарии также спросили у главы МВД, ведется ли работа, направленная на предупреждение преступлений. Конечно же, угадать, в какое время именно будет им совершено преступление или задерживать его на стадии совершения преступления, конечно, либо при подготовке, это очень сложно. Такая категория лиц находится на особом учете всегда, как и в МВД, так и в других органах правоохранительных. Вторым инцидентом, вокруг которого возникло детальное обсуждение, стало видео, в недавнем времени появившееся в социальных сетях. Роберт Киут рассказал, что происшествие имело место в феврале. Отдел собственной безопасности МВД определил виновного в избиении задержанного. Он был уволен по статье, а дело расследует столичная прокуратура. Роберт Киут подчеркнул, что подобные инциденты неприемлемы. Отношение такое к нашим гражданам неприемлемо вообще. Никогда. Мы, руководство МВД, соответствующим образом реагируем и будем реагировать на такие факты. То есть вот вся хронология, которая выявлена 13 числа вот этого месяца, эта информация поступила ко мне, была дана команда, провели расследование, он уволен по статье, и дальше прокуратура разбирается. Гражданин Сабеки, по словам министра, был задержан за применение силы по отношению к сотрудникам. На данный момент он отбывает срок в местах лишения свободы. Особенно важно, как отметил глава МВД, проводить активную работу над морально-нравственным обликом сотрудников внутренних дел. Для этого также проводятся отдельные лекции в школе милиции. Об обсуждаемых инцидентах высказалась и уполномоченная по правам человека Анна Скишмария. Она подчеркнула, что аппарат уполномоченного будет следить за ходом расследования избиения задержанного, а также отметила недопустимость произошедшего на КПП ПСОУ.
прокуратура ведет свое дело, аппарат уполномоченного будет пристально следить за тем, как будет вестись расследование, за материалами, которые будут поступать, да, и, естественно, это на контроле и без внимания не останется. Вместе с тем, считаю важным отметить недопустимость применения незаконного и необоснованного применения силы к заключенным. Да, мы сегодня рассматривали 2 случая. Считаю, что подобные факты стрельбы в общественных местах средь бела дня должны инкриминироваться как терроризм. И никак иначе. Это террор против населения. Да, и мне кажется, что в этих случаях надо демонстрировать всю серьезность и жесткость закона. В ходе долгих дискуссий депутаты задали министру внутренних дел множество дополнительных вопросов. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Как стало известно позже, все подозреваемые в перестрелке у КПП ПСО задержаны. 25 июня силовые подразделения МВД блокировали район, где скрывались разыскиваемые лица. Были перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля. В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам. Задержаны Какалия Аслан, Чаговец Игорь и Какалия Беслан. Напомним, ранее были задержаны другие подозреваемые братья Годжуа и Чаговец. Вечером 24 июня сборная Абхазии, принимавшая участие в мультиспортивных играх БРИКС, вернулась домой. На границе наших спортсменов встретили торжественно. Игры стран БРИКС собрали атлетов из 89 стран мира. Абхазия выступала в этом масштабном спортивном мероприятии под своим флагом, что, безусловно, вызывало особые эмоции как у участников соревнований, так и у болельщиков. И, конечно же, особую гордость и радость принес своим соотечественникам боксер Герман Ардженя. Благодаря победе Кадорова впервые на международной арене прозвучал государственный гимн нашей страны. Абхазия заняла в командном зачете 13 место. Это очень большое достижение для нашей маленькой республики. Среди тех, кто встречал победителей, была Адиса Сагария. За 12 дней соревнований на международных мультиспортивных играх стран БРИКС команда сборной Абхазии завоевала 5 бронзовых, 1 серебряную и 1 золотую медали. Наши герои возвращаются на родину. Давайте их встретим. По прибытию домой спортсменов встретили родственники, друзья, горожане и гости Гагры. Администрация города тщательно подготовилась к встрече. Был устроен настоящий праздник для победителей. Встречали их с флагами, песнями и танцами. Одним словом, чествовали ребят, как настоящих олимпийцев. Зера шимаз яха, хапсуа цейча, ахиц гана, яха яхзаз, ахту, медаль хзазгаз, Герман Ардженя, я урпшиз, хапсуа хунткарра зухана, дарадза, цагдудза змаусу, хапсуа флаг, абирак, хапсуа гимен, яха, урыстула, казан акела кеукта, иштухан, хапсо гимен убрейрхан, ариту уруху. Первую золотую медаль нашей стране принес боксер Герман Ардженя. В финале он встретился с представителем Узбекистана. Тренирует спортсмена Элизбар Джологуа. Спасибо большое, что встретили нас. Очень классно. Все мы очень рады. Чувствовалась ваша поддержка. Благодаря тому, что всегда рядом с нами вы находились, хоть вы далеко, все равно это чувствовалось, и это все придавало силы. Благодаря этому я считаю, что выступили более чем очень достойно даже мы выступили. Радость, конечно же, шок небольшой был с того, что это все-таки все произошло. Я к этому стремился, и когда я это ощутил, такие очень непонятные ощущения у меня были. Гордость за то, что я под своим флагом взял первое место и прозвучал гимн. Технико-тактический план на бой заключался в том, что узбек очень сильный. Я посмотрел полуфинал с боксером из России.
Там очень упертый узбек, он просто там, как коса на камень нашли, и он как машина перебил этого парня из сборной России первого номера. С ним, если пойти в рубку, мы бы проиграли, хотя Герман тоже очень сильный парень. Но решили его удержать на дистанции и только навстречу бить. И вот все, что он, все тонкости, все остальные моменты, которые я ему сказал, он все в точности сделал. Для спортсменов участие в этих соревнованиях стало отличной возможностью продемонстрировать свое мастерство. А болельщики могли не только поддержать соотечественников, но и насладиться захватывающим зрелищем. Для всей нашей страны это грандиозное событие, особенно если учесть тот факт, что наша страна принимала участие в составе 90 стран-участниц в таком масштабном мероприятии, как спортивные соревнования. И заняла почетное, как мне кажется, 13-е место, с учетом того, что это наш такой первый опыт серьезный. Есть чему еще учиться, к чему стремиться, но, безусловно, наши ребята молодцы, мы все гордимся ими. В медальном зачете на международных мультиспортивных соревнованиях игр БРИКС Абхазия заняла 13-е место. Церемония закрытия прошла в поселке Мирный. Участникам соревнований и зрителям показали старинный национальный праздник Сабантуи, в котором приняли участие 820 артистов. В программе народные игры и забавы, спортивные состязания, праздничный концерт. Для Абхазии участие в такого рода масштабных мероприятиях имеет огромное значение. К этим играм абхазские спортсмены тщательно готовились, чтобы достойно представить свою республику. Так и получилось. Среди 89 стран-участниц игр БРИКС Абхазия заняла 13-ю строчку в медальном зачете. На следующие соревнования такого уровня, такого масштаба мы будем еще лучше готовы, еще лучше будем усердно готовиться и заранее готовиться, чтобы мы показали более высокий результат. Я думаю, что у нас это получится. У нас есть хороший потенциал, молодежь хорошая растет, есть на кого делать ставки. И мы будем это все анализировать. Каждый по своему виду спорта тренерский состав будет решать какие-то недочеты, плюсы и минусы. Я думаю, что совместно с общими усилиями мы дальше будем продолжать эту традицию. Игры БРИКС посетили более 5000 участников со всего мира. Абхазию представили 63 спортсмена. Они выступили в следующих видах спорта: легкая атлетика, бокс, шахматы, дзюдо, карате, фиджитал, баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, спортивная борьба, ушу и борьба на поясах. В копилке нашей сборной 1 золотая, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей. Когда ты выходишь на соревнования такого уровня, такое количество зрителей, болельщиков и абхазскую трибуну всегда все слышат. В полуфинальной встрече, к сожалению, я допустил ошибку, проиграл, но слава богу, за бронзовую медаль смог реабилитироваться. Для нас это колоссальный опыт. Даст Бог, мы каждый год будем на таких мероприятиях выступать, представлять нашу родину и завоевывать награды. Волнение немножко присутствовало, но благодаря поддержке людей это волнение как-то, знаете, затуманивалось, и было намного легче выходить. Поддержка на расстоянии тоже очень ощущается, и всем, кто болел за нас, огромное спасибо. Я думала только о том, чтобы выступить достойно. Представлять нашу республику – это огромная честь на таких соревнованиях такого масштаба. Уверенную победу в общем зачете одержала сборная России. Хозяева соревнований завоевали более 500 медалей, в том числе 262 золотые. Второе место в командном зачете заняла команда Белоруссии. Тройку призеров замкнули представители Китая, завоевав 19 золотых медалей. Спортивные игры стран БРИКС стали самыми крупными международными соревнованиями в России за последние 2,5 года. Адица Сагарян, Арсол Цулуки, Аля Самичпа, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Ангва принял председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараша Хагба. Александр Ангва поздравил его с достойным выступлением команды Абхазии на играх стран БРИКС в Казани. Он передал поздравления спортсменам и тренерам, которые достигли успехов на столь представительном спортивном форуме. Тараш Хагба поблагодарил руководство страны за оказанную поддержку в подготовке поездки команды Абхазии на игры БРИКС. Рассказал подробно о соревнованиях и выступлении команды, об освещении выступления нашей
нашей командой на российских телеканалах. Тарач Хагба также проинформировал о встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым по итогам игр БРИКС, где было отмечено, что для дальнейшей подготовки спортсменов страны к участию в соревнованиях международного уровня необходима соответствующая спортивная инфраструктура. Государство будет оказывать в этом поддержку. Центр социально-экономических исследований провел круглый стол на тему образования как фактор развития личности и общества. Во встрече приняли участие руководители и работники общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, сотрудники АГУ, члены общественной палаты. Обсуждались актуальные вопросы в образовательной и воспитательной сферах республики. Снижение культурного уровня поствоенной Абхазии стало, пожалуй, одним из ключевых факторов, не позволяющих нам выйти на перспективы развития, что стало уже серьезной угрозой нашей национальной безопасности. Чтобы выйти на перспективы развития интеллектуального потенциала, социального актора нашего общества, в целом необходимо прежде всего пересмотреть, как вообще происходит сам процесс формирования и становления личности человека. АГУ и Северокавказская госакадемия подписали договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Документ предполагает реализацию программы по направлению электроэнергетика и электротехника, профиль электроснабжения. Как сообщает пресс-служба Госуниверситета, АГУ уже длительное время сотрудничает с СКГА, и в этом году было решено приступить к реализации программы двойных дипломов, которая придаст новый импульс развитию университетов, образовательным проектам и совершенствованию образовательной траектории детей из Абхазии. К другим новостям. По приглашению культурно-благотворительного фонда «Ашана» с рабочим визитом в Абхазии находится травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров. С 24 июня специалист ведет прием детей. На первом этапе пациентам с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП будет оказана консультативная помощь. На втором – плановая хирургическая. Шазина Ханагуа выясняла подробности. Ну потерпи чуток, потерпи, я же не сильно давлю, потерпи чуть-чуть. О, видишь, вот ты же можешь расслабиться. Вот когда ты расслабляешься, они не болят. Вот уже второй день в Сухумской детской городской поликлинике ведет осмотр и консультацию детей травматолог-ортопед, заведующий отделением Российской клиники нейроортопедии Георгий Чибиров. Врач специализируется на консервативном и оперативном лечении при ДЦП, суставной хирургии верхних и нижних конечностей у детей и взрослых, методиках регулируемого роста костей. Является действующим оперирующим хирургом, имеет более 10 лет стажа. Вчера был насыщенный, интересный день с точки зрения полиморфизма, заболеваний широкого спектра. Были пациенты с болезнью Шпренгеля, допустим, редкое заболевание, редко мне встречается. Болезнью Пертеса, тоже не так часто. С родовым параличом Дюшена-Эрба, генетическими заболеваниями были вчера пациенты. Много плоскостопиков. И к моему счастью, и к моей радости, и здоровеньких деток тоже приводили. Мамочки озабоченные для того, чтобы убедиться в том, что все хорошо. Врач Георгий Чибиров – выходец из Республики Южная Осетия. Долгое время работает в ведущих клиниках Российской Федерации. В Абхазию приехал впервые. Им уже смотрено 18 маленьких пациентов. Из них 3 операция будет проведена в России. На первом этапе детям с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП будет оказана консультативная помощь. На втором – плановая хирургическая. Это все лучше сделать в России. Эти операции, при помощи аппарата Визарова будут удлиняться ноги, корректироваться деформации. Это что касается вчерашнего дня. Что касается сегодняшнего дня, то тут уже пошли пациенты с ДЦП. К сожалению, довольно взрослые дети, это старше 11-12 лет, но требующие хирургической коррекции тоже. Отобраны 4 пациента, по-моему, 4 или 5 пациентов на хирургию. 4 согласны оперироваться тут. Мы их будем тут оперировать. Хочу поблагодарить министра здравоохранения Абхазии, благотворительный фонд «Ашана» Эдуарда Валерьяновича и Беслана Борисовича за предоставленную возможность побыть здесь на земле наших
братьев, близких друзей, быть полезным детям, которые требуют моего внимания. И надеюсь на дальнейшее приятное, дружеское, тесное взаимодействие. Второй этап проекта также будет проходить в Абхазии. Врач будет оперировать здесь, на базе детской республиканской больницы. Также в помощь в этом будут оказывать и местные специалисты, наши врачи, ортопеды, хирурги. Я думаю, что мы будем продолжать работать со специалистом Георгием Чибировым, так как те результаты, которые он показывает в своей работе, они не могут не восхищать. И мы рады, что у наших детей есть возможность получить консультацию и помощь одного из ведущих специалистов, не выезжая за пределы нашей республики. Специалист прибыл в республику по приглашению культурно-благотворительного фонда «Ашана» в рамках медицинской акции «Здоровое поколение» при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии. Акция «Здоровое поколение» уже много лет проводится культурно-благотворительным фондом «Ашана». Мы работаем с российскими специалистами, с кардиологами из Томска, с ортопедами из Армении, но в основном, да, мы сотрудничаем со специалистами и центрами, которые работают и расположены в Российской Федерации и Республике Армения. Первые 2 дня в первую очередь были записаны дети, подопечные фонда «Ашана» и реабилитационных центров. Предпочтение при записи отдается детям со сложнейшими формами ДЦП, так как в основном врач специализируется именно на детях, на консервативном и оперативном лечении детей со сложнейшими формами ДЦП. Третий день приема. 26 июня открыт для записи. Записаться на консультацию Георгию Чибирову можно по номеру телефона КБФ «Ашана». 773 50 50. Прием бесплатный. Шазина Ханагуа, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрасы, инвалидные коляски, измерители артериального давления, измерители концентрации глюкозы в крови, а также пульсометры передал Сухумский дом Москвы ЦРБ Тхуарчала, благотворительному фонду «Поддержка» и Республиканскому реабилитационному центру для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего передано медицинских изделий на общую сумму более 600 тысяч рублей. Программа поддержки медучреждений Абхазии реализуется правительством Москвы уже много лет. В ее рамках, согласно поданным заявкам, медучреждениям республики раз в год оказывается помощь. В Сухумской 3-й средней школе состоялась встреча с родителями и детьми, участниками международной смены лагеря «Хочу стать десантником». Лагерь пройдет в рамках взаимодействия в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения между городами-побратимами Сухумом и Нижним Новгородом. В ходе встречи руководитель лагеря Валерий Прибылов рассказал об основных направлениях деятельности лагеря, ознакомил детей и их родителей с распорядком и правилами поведения. Он отметил, что в ребят ждет много интересных и познавательных занятий. Содействие в реализации данного проекта оказало Министерство обороны Абхазии и глава администрации Сухума Беслан Эшпа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 26 июня на территории Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.